Уважаемые участники стратегической сессии «Дошкольное образование. Вызовы, тренды, перспективы» Республиканской конференции «Образование 21 века. Инновации, преобразование, развитие». Приветствуем вас на обсуждении актуальных вопросов развития системы дошкольного образования. И сегодня мы очень рады, что в очном формате мы проводим наш круглый стол. И благодарим всех, кто принимает в нем участие, благодарим всех, кто сегодня откликнулся и пришел, благодарим всех, кто сегодня с нами онлайн-подключением. И наш круглый стол называется «Новое в дошкольном образовании». Безусловно, мы считаем, что такая конференция, посвященная обсуждению вопросов образования 21 века, она носит масштабный характер, является событием в научно-практической сфере региона. Дошкольное образование, образование социально-педагогическое. Поэтому, безусловно, все системы задействованы в рамках развития дошкольного образования. Это и общество, это и семья, это и бизнес, это и органы исполнительной государственной власти, и законодательной власти, ну и, конечно же, руководители и педагогические работники дошкольных образовательных организаций. Надеюсь, что полученные результаты сегодня будут полезны всем участникам, и предложенные рекомендации действительно найдут свое применение в практической деятельности. А сегодня с нами на круглом столе работает Светлана Кузьминична Гарькина, главный специалист-эксперт Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми, Светлана Николаевна Отдельного, заведующая дошкольным отделением Государственного педагогического гуманитарно-педагогического колледжа имени Ивана Алексеевича Куратова, Горбунова Анжелика Викторовна, руководитель консультационно-развивающего центра «Интеллект», Наталья Александровна Савенко, заведующий Центром специального инклюзивного образования Коми Республиканского института развития образования, Анна Владимировна Королева, методист, Центр развития общего образования, воспитания, социализации личности Коми Республиканского института развития образования, и Анастасия Александровна Галкина, методист, Центр развития общего образования, воспитания, социализации личности Коми Республиканского института развития образования. Уважаемые коллеги, разрешите наш круглый стол считать открытым, начать работу, ну и пожелать нам всем, наверное, конструктивного диалога прежде всего. Уважаемые коллеги, хочется начать наш круглый стол с того, что сегодня в рамках государственной политики, в новой стратегии инновационного развития России предусмотрены достаточно серьезные вложения в реализацию проектов, национальных проектов, направленных на сохранение человеческого капитала страны. И все наши задачи, которые сегодня решаются в рамках и развития системы образования, поддержки и семьи, и бизнеса, сегодня направлены на то, чтобы каким-то образом консолидировать все составляющие направлений, задач в национальных приоритетных проектах, которые у нас есть. И, безусловно, сегодня нам хочется начать с проекта, который непосредственно относится к нашей деятельности, национального проекта образования. И нам очень приятно, что вот уже с 2019 года мы вступили в такой серьезное направление проекта, как поддержка семей, имеющих детей. Данное направление и задачи, они определены. И хочется сказать, что в рамках национального проекта образования поддержка семей, имеющих детей, имеет целевые модели информационно-просветительской деятельности и поддержки родителей, включая в том числе организацию на территории всей Российской Федерации различных консультативных центров, пунктов, которые могут оказывать поддержку, связанную именно с психолого-педагогической, методической направленностью в развитии и воспитании детей. Ну и Республика Коми, безусловно, она не осталась в стороне. Сегодня на территории Республики Коми в рамках федерального проекта поддержки семей, имеющих детей, у нас работают 3 больших консультационных центра, они очень активны, и количество услуг, которые сегодня оказывают наши центры, оно достаточно большое, приближается к 40 тысячам по 2019 году и по 2020 году. Поэтому консультационные центры не заканчивают свою работу, а только начинают еще свою работу. Задачи, которые поставлены
федеральным проектом «Поддержка семей, имеющих детей». Это достижение до 2024 году 24 миллиона оказания услуг. Это достаточно весомая цифра в рамках работы и оказания вот такой помощи. Ну, мы сегодня хотим немножечко в рамках нашего круглого стола рассмотреть этот вопрос с точки зрения специфики, наверное, оказания помощи семьям. Мы знаем, что оказание такой помощи, как консультативная помощь, как помощь методическая, оказывается не только родителям детей до 18 лет, но и гражданам, которые желают принять на воспитание своих семей детей, сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. То есть достаточно большой спектр услуг оказывают консультационные центры. Ну и мне бы хотелось передать слово Наталье Александровне. Несколько слов о республиканском консультационном центре, который сегодня работает во взаимодействии с социально ориентированными некоммерческими организациями, во взаимодействии с дошкольными образовательными организациями, с консультационными муниципальными центрами. И хотелось бы, чтобы сегодня мы показали, насколько спектр услуг, которые оказываются в консультационном центре, он достаточно широк, и мы немножко раскрыли вот эту специфику. Александра, пожалуйста, вам слово. Да. Спасибо большое, Светлана Николаевна. Да, конечно, поддержка семей сейчас имеет достаточно большое значение, особенно большое значение как бы выказалось в том смысле, что в условиях пандемии родителям в принципе нужна была поддержка. И вот в данном случае консультационные центры, конечно, выступили достаточно таким активным, да, в активной фазе помощи родителям. Наш консультационный центр работает с 2019 года. Помимо того, что к нам могут обращаться непосредственно люди в институт, у нас определены зоны, где консультанты оказывают услуги очно. Ну и поскольку все-таки люди у нас из различных районов республики, из различных муниципалитетов обращаются, у нас создана страничка консультационного центра, куда любой родитель, будущий родитель может обратиться за помощью и получить консультационную помощь не только в рамках как бы очного консультирования, но и онлайн. То есть получить консультацию любой родитель может и через сайт консультационного центра, через страничку в социальной сети ВКонтакте, можно? Вот. Через любой мессенджер, удобный для родителя, то есть это может быть WhatsApp, это может быть телефон. И как раз вот в условиях пандемии данные услуги оказались достаточно эффективными и качественными, скажем так. В начале года, когда был вот самый пик большой пандемии, родительские обращения, конечно же, мы думали, что упадут, а у нас оказалось наоборот, что они наоборот выросли. Нашим центром проводилось достаточно большое количество консультаций. Помимо всего прочего, мы проводили обучающие вебинары, семинары онлайн для родителей, то есть как себя вести, что делать, чем занять ребенка в условиях пандемии. Очень большой отклик получили наши вебинары по как раз профилактике и борьбе с COVID-19, то есть достаточно такой обширный был семинар. Вебинар онлайн. И вот спасибо Светлане Николаевне, мы с ней тогда обговаривали ситуацию, как же быть нам в условиях, когда не могут люди обратиться и прийти к нам. И мы создали такой интересный консультационный час, когда родители заранее задают вопросы, мы накапливаем эти вопросы, приглашаем специалиста, и специалист в эфире отвечает на вопросы, достаточно плотно волнующие наших родителей. В процессе любого консультационного часа, безусловно, специалист еще помимо уже имеющихся вопросов отвечает на вопросы уже онлайн, когда родители имеют возможность задать вопрос так. Если остаются какие-то вопросы, мы связываемся с этими родителями и даем консультацию уже, если они желают получить более развернутый ответ или более индивидуально хотят обратиться, поговорить, что-то более такое глубоко выяснить.
центра, помимо того, что проводятся вебинары, семинары, проводились онлайн и проводились очные родительские встречи, достаточно различной направленности, с приглашением интересных людей. Приезжали с Москвы, свои приходили тоже специалисты, которые могли помочь не только родителям в вопросах воспитания и обучения детей, но и в сохранении здоровья как своего материнского, отцовского, ну и в том числе, естественно, детского. Вот буквально вчера у нас прошел замечательный вебинар онлайн в рамках консультирования родителей, то есть это сохранение женского здоровья, то есть тоже очень важный аспект для мамы, для семьи, достаточно такой. Вот. Помимо всего прочего, у нас на сайте ведутся рубрики, это «Школа успешных родителей». В этом году мы открыли совместно с отделом опеки и попечительства Министерства образования, науки и молодежной политики. Школа успешных родителей предполагает консультирование всех родителей, но и в первую очередь, конечно, тех, кто желает принять на воспитание в семью ребенка. Там отвечают на вопросы как раз специалисты опеки и попечительства. Проводятся также вебинары, семинары, достаточно много информации различной предлагается, то есть родителю, если неудобно, по каким-то причинам, открыться, что он хочет это сделать. Там есть информация, где он может ее черпать для себя, скачивать, смотреть, читать и знакомиться с этим. Также пополняются рубрики «Виртуальный логопункт». Это все, что касается развития речевого ребенка от 0 и до 18, скажем так. В основном, конечно, родители обращаются до школьного возраста, потому что это такой фундамент знаний. Очень часто обращаются к нам родители с детьми, у которых действительно имеются какие-то проблемы, и когда уже некуда буквально идти, они идут к нашим специалистам. Много вопросов к психологам, тоже можно через сайт обратиться. В принципе, достаточно обширный спектр. Пользуясь, конечно, таким случаем, хотелось бы поблагодарить наших активных специалистов, которые всегда с нами на связи, которые всегда помогают нашим родителям в любом случае. Это, в первую очередь, конечно же, специалисты из Воркуты, из муниципалитета города Воркуты. Это 41-й детский сад, 18-й детский сад, начальная школа номер 1 и детский сад 55. То есть это те специалисты, которые очень активно с нами работают и которые принимают на онлайн консультирование из любых муниципалитетов, то есть не только своих ведут людей, своих родителей, но и родителей, которые живут в других уголках, когда нет возможности куда-то обратиться. Большое им хочется выразить еще спасибо, то есть когда в период пандемии некуда было идти, они провели достаточно большое количество онлайн-мероприятий. То есть, в принципе, так вроде бы немного, но я просто... Спасибо, Наталья Александровна. Коллеги, мы так или иначе, все понимаем, что поддержка семей, имеющих детей, она, в общем-то, не уходит в направление только консультационных центров, то есть каждая организация, независимо от формы правовой, она оказывает эти услуги в той или иной форме, в том или ином виде, в той или иной направленности. Все мы понимаем, что оказание услуг по профилю деятельности организации или еще шире, оно очень многоплановое, разное. И, конечно, сегодня, уже работая на этом поле практически 2 года, мы можем сказать о том, что действительно возникают у родителей очень оперативные вопросы, которые очень оперативно нужно решать. И специалисты, которые сегодня откликаются на такое решение вопросов, это очень высококвалифицированные специалисты. И мы понимаем, что сегодня в республике очень важно накопление такого пула высококвалифицированных специалистов, которые могут оказывать хорошие услуги в рамках такой оперативной помощи по горячим линиям, по встречам, по консультационным часам и так далее. То есть такая составляющая очень важна для нас. И Светлана Николаевна, я прошу прощения, очень еще большое значение имеет то, что в рамках нашего консультационного центра республиканского у нас организуются выезды в районы, когда мы обговариваем возможность наших специалистов
специалистов, выключение в данные выезды. То есть в те районы, когда люди действительно просто не имеют возможности куда-то выехать. Вот один из последних выездов у нас был в село Ускулом, где к нам, естественно, все ближайшие села, да, когда человек просто не имеет возможности выехать в город Сыктывкар, чтобы получить квалифицированную помощь специалиста. Достаточно большое количество людей было, поэтому мы туда выезжаем с большим количеством специалистов. Специалисты большого спектра, то есть это у нас есть, ну, понятно, психологи, логопеды, дефектологи, и с нами работают очень плотно еще люди, которые являются сурдопедагогами, то есть когда возникают вопросы по работе с детьми с нарушением слуха, сурдопереводчик и тифлопедагог. То есть, ну, такие узкие направленности, которые действительно требуются в районах, когда просто некуда обратиться. Да, спасибо, Александра, за дополнение. Ну, я вот хотела также сказать о том, что вообще контур региональный нашего проекта, вообще, в принципе, он был задуман как мобильный консультант, то есть мобильные консультации, но, к сожалению, как бы ситуация внесла свои коррективы, да, поэтому пришлось перестраиваться, но, тем не менее, поддерживаю такую линию, что родители, они не должны оставаться, ну, практически без ежедневной, наверное, я бы так сказала, поддержки, да, специалистов, педагогов, прежде всего, в рамках вот именно связанных с решением вопросов воспитания и развития наших детей. Ну и хотелось бы еще сказать о том, что, безусловно, очень важна для нас обратная связь, как мы все понимаем, да, то есть когда организация видит по посещаемости, например, да, детей, а для консультационных центров и вообще для работы с родителями очень важна обратная связь, то есть насколько, да, эти услуги были ценны, важны, насколько они получили дальнейшее какое-то свое распространение. Вот в этом отношении тоже консультационные центры сегодня, я думаю, что активно тоже работают, не только консультационные центры, наверное, все организации, которые занимаются поддержкой семей в этом плане. Мы благодарим вот по этому вопросу, коллеги, может кто-то что-то может еще хочет сказать об этом? Вообще о поддержке семей, даже не в рамках проекта. Да, может быть, что-то интересное. Хорошо, значит, мы дальше идем и, в общем-то, очень, наверное, солидарны, еще раз в заключение вот этого нашего направления, мы очень солидарны с теми, кто работает в этом направлении конкретно, и всем благодарны тем, кто работает и оказывает такого рода услуги, да, и вообще психолого-педагогические услуги, связанные с поддержкой семей. И еще бы мне хотелось обратить внимание в качестве предложения, что все-таки нам, и мы сейчас разворачиваем, Республика Коми разворачивает свою составляющую в работе и с точки зрения содержания, с точки зрения организационных форм, да, на систему поддержки детей от 0 до 3 лет. Это система раннего, да, сопровождения развития детей. И это, да, и родителей. Это сегодня такая основная, хорошая, наверное, правильная задача, которую нам всем вместе придется решать, двигать дальше и находить там какие-то точки, векторы развития, наверное, я бы так сказала. Да? Хорошо, коллеги, идем дальше. Да? В новой стратегии инновационного развития предусмотрено достаточно серьезное вложение в реализацию проектов, направленных на сохранение и развитие человеческого капитала. Более 3 триллионов рублей выделяется на реализацию национального проекта «Демография». И, безусловно, дошкольное образование, ну, как бы, можно сказать, является, да, частью данного проекта. И цель данного проекта состоит в том, чтобы качественно изменить существующую сегодня ситуацию, демографическую ситуацию. Прежде всего, остановить тенденцию депопуляризации страны, главным образом за счет повышения рождаемости, да, и продолжительности жизни граждан. Это серьезная социальная проблема нашей страны, решение которой должно содействовать также ее экономическому развитию. А как же в нашей республике идет реализация национального проекта «Демография»? Какая же помощь оказывается получателям услуг в этом отношении? Какие условия создаются для женщин в рамках проекта «Демография»? Об этом и многом другом мы хотим узнать
сегодня от представителей, прежде всего, наверное, Министерства образования, науки и молодежной политики. Предоставляем слово Светлане Кузьминишне. Добрый день, уважаемые коллеги. Как сказала Светлана Николаевна, второе такое большое направление, в котором мы участвуем в Республике Коми, это реализация регионального проекта «Содействие занятости женщин в создании условий для детей дошкольного возраста до 3 лет». Цель данного проекта ввести дополнительные места не только в муниципальных дошкольных образовательных организациях, но и привлечь частный сектор, развивать частные дошкольные образовательные организации. И в рамках реализации данного направления выделяются деньги как из республиканского бюджета, так и из федерального бюджета. И в 2020, 2019 и 2020 году на предоставление грантов в форме субсидий предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 22 миллиона 199 8 тысяч рублей. За счет федерации 16 миллионов 643 и 8 тысяч рублей. Размеры грантов в форме субсидий победителям конкурсного отбора были определены 9 участникам данного конкурсного отбора. Средства доведены до получателей грантов для создания в негосударственном секторе дополнительных мест в полном объеме. И срок реализации, срок исполнения данной деятельности 25 декабря 2020 года. Хочется отметить, что привлекая частный негосударственный сектор в развитии системы дошкольного образования, мы не только даем качественное, не только доступное, но и качественное дошкольное образование, поскольку в рамках реализации данных и региональных проектов будут созданы условия для реализации программ дошкольного образования. И эти условия будут современные. И я так думаю, что родители, и потребность родителей, и востребованность родителей по отношению к частным дошкольным организациям, я так думаю, что она возрастет в последующие годы. И вот один из представителей, участников данного регионального проекта у нас здесь на круглом столе, это Анжелика Викторовна. Здравствуйте, коллеги. Горбунова Анжелика Викторовна, психолог, учредитель консультационно-развивающего центра «Интеллект» и директор консультационно-развивающего центра «Интеллект». На рынке мы предоставляем свои услуги в этом году уже 17 лет. И мы начинали не с частных детских садов, мы начинали с развивающих программ для детей. В 2003 году мы начали развивающую программу еще раньше, чем детские сады города Сыктывкара. И вот 17 лет, работая в этом направлении, мы уже поняли свои преимущества, мы поняли, что мы необходимы и делаем очень хорошее дело в социальном плане. В 2010 году мы задумались открыть частные детские сады. Вот с этого времени мы занимаемся еще частными детскими садами. И получается, что мы очень необходимы вообще государству. Почему? Потому что представьте, что малые небольшие частные детские сады, которые хорошо адаптируют маленьких детей к садику, группы 12-15 человек, мы осуществляем индивидуальный подход. Работают дополнительно педагоги по разным направлениям. Это и арт-терапия, и музыкотерапия, и психологи сопровождают, логопеды сопровождают. То есть получается, что пакет услуг очень хороший, очень широкий. Родители довольны нашими детскими садами. И в силу того, что мы сами арендуем помещения, содержим эти помещения, государство, конечно, нет дополнительных правил. В 2014 году мы лицензировались. Процедура лицензирования в нашей республике, может быть, это частность, но я хочу сказать, она непростая. Достаточно строгая, но мы прошли этот путь и, в общем-то, получили очень хороший результат.
Лицензированные детские сады получают поддержку, и они более конкурентоспособны, выживаемые, более того, под контролем, соответствуют полностью санпинам и закрывают самую главную потребность для родителей – это безопасность ребенка. И вот в 2020 году мы решили принять участие в проекте «Демография», открыть дополнительные места и также их пролицензировать. На сегодняшний день мы столкнулись с определенными трудностями, в общем-то, на которых хотелось бы здесь сказать. Исходя из того, что, в общем-то, в принципе, мы уже вошли в историю этого развития, мы есть, и мы и удобны родителям, и получается, что нам необходима поддержка в силу того, что те требования, которые выдвигаются при лицензировании, они очень серьезные и требуют высоких материальных затрат. Поэтому лицензироваться могут те предприятия, которые, в общем-то, могут вкладывать деньги. В социальном бизнесе достаточно сложно. Наш бизнес, он низкорентабельный, и это понятно. Получается, без государственной поддержки мы не можем на высоком уровне давать эту услугу. С одной стороны, мы полезны и выгодны, с другой стороны, это достаточно сложно сделать. Поэтому здесь, в общем-то, необходима поддержка. На федеральном уровне в этом проекте мы получили очень мощную поддержку, это очень интересный проект. Естественно, после того, как мы открываемся и лицензируемся, нам надо выживать. Самая большая проблема для частных предприятий в нашем регионе, они могут быть разные, это аренда помещений. То есть мы арендуем помещения, и аренда в нашем городе, я о Сыктывкаре говорю, достаточно высокая. То есть почти что на уровне Санкт-Петербурга. Получается, что по требованиям Роспотребнадзора, Пожнадзора площади должны быть очень большие. Это и запрещено использовать выкатные кровати, они должны быть низкие и безопасные для детей, что требует большой достаточно площади, потому что спальня не может считаться групповой. Это и все требования по сантехнике, например, но через запятую можно этот список продолжать до бесконечности. Получается, что нужны очень большие площади и большое достаточно вложение в этот бизнес. И без государственной помощи, естественно, никаким образом мы не можем существовать качественно. Поэтому наше предложение, вот я выступаю от всех предпринимателей в этой сфере, поддержка социального бизнеса. Разовая, прекрасно, мы благодарны за все. Бизнес – это бизнес. Мы должны сами зарабатывать эти деньги, потому что это бизнес, но с другой стороны это социальный бизнес. С апреля месяца мы вступили в очень интересную программу, я думаю, что это вообще опыт нашего региона. Дети из очереди. Поэтому стоимость нашего детского садика прекрасная, это до 3000 рублей в месяц. И за эту сумму родитель имеет полный пакет наших услуг. Это дополнительные педагоги по музыкотерапии, это дополнительный психолог, который наблюдает за ребенком и ведет карты психологические, это тренинги для родителей, это круглые столы для родителей. И получается, что родители, даже просто когда приходят и узнают, что мы им предлагаем, за какую сумму, они даже не верят. И каждый раз говорят, нам повезло. Но вы понимаете, поддержка, да, действительно, она муниципальная есть, и есть еще для лицензированных детских садов. Все равно сумма получается, сейчас не буду озвучивать суммы, они в каждом регионе могут быть разными, более того, даже в нашем, в зависимости от помещения, тоже разные. Поэтому сумма все равно ниже рентабельности, ниже стоимости содержания ребенка. И получается, что дело очень хорошее, и хотелось бы, чтобы оно продолжалось. Потому что если анализировать, а кто же наши клиенты, это родители с не очень большим бюджетом. Это очень средний бюджет молодых родителей. И, конечно, стоимость садика от 15 до 20 тысяч, она очень высокая. И получается, вот вступая в этот проект, мы выполняем очень хороший социальный заказ. Мы помогаем молодым семьям. Поэтому вот надеемся, что будет рассмотрено с точки зрения, что помощь не просто бизнесу, а помощь социальному бизнесу, очень востребованному, очень полезному, приносящему, в общем-то, в принципе, пользу и государству, и родителям в частности. У меня все, спасибо. Спасибо, Анжелика Викторовна. Действительно, очень такая, действительно очень интересная тема. И я вот буквально
общаясь с молодыми родителями, да, могу сказать, что действительно детские сады города Сыктывкара в интеллект очень часто и очень с хорошими отзывами ведут детей, маленьких детей, то есть которым исполнилось только год буквально, да, то есть и очень довольны, счастливы родители, потому что действительно есть возможность у молодых родителей уже как-то выйти частично на работу, как-то зарабатывать деньги, потому что ситуация, мы все понимаем, она вот такая, какая есть сегодня, да. Вот, поэтому очень благодарны, я думаю, что, наверное, все родители будут за такую возможность, за предоставление такой возможности, потому что действительно не так много у нас групп, наверное, которые берут маленьких детей, и вот сейчас поднимается у нас на злобе дня такой вопрос, да, и уже есть такой, звучит, наверное, такой социальный запрос, все-таки открытие групп совсем маленьких детей, то есть буквально там с 2 месяцев, ну, мы, конечно, не будем усугублять, да, и говорить, что с 2 месяцев мы можем открыть, наверное, в рамках наших климатических условий, да, севера, такие группы. Ну вот и есть запрос, и он уже как бы социальный запрос, который уже, в общем-то, трактуется в социальных сетях от молодых родителей, что действительно такие группы бы желательно, чтобы открывались. Мы с 8 месяцев принимаем. Замечательно, да. Такое переживание. Я не могу сказать, что много желающих, но мы принимаем детей с 8 месяцев. Замечательно. То есть вот мы понимаем, что вот и ситуация, которая нас сейчас вот поставила в такие условия, да, и молодых родителей, которые остались, в общем-то, без серьезного заработка, конечно, вынуждает искать такие сады, искать направления, группы, которые могут таких детей принять. А с точки зрения вот перспектив развития стратегического, Слава Кузьминична, мы можем как-то немножко прокомментировать вопрос именно вот этих групп, да, создания? Ну, я так полагаю, и так и запланировано у нас к концу 2020 года ввести 290 мест. Вот, и по поручению президента, указу президента, мы должны обеспечить 100% доступность для детей возраста от 2 месяцев до 3 лет к 2021 году. Я уверена, я так полагаю, принимая такие конкретные меры, шаги по строительству дошкольных образовательных организаций, открытию дополнительных групп при помощи переоборудования, реконструкции помещений в муниципальных дошкольных образовательных организациях, при помощи развития частного сектора дошкольного образования, мы эту задачу выполним, мы указ президента выполним, и к концу 2021 года мы должны обеспечить, и я полагаю, обеспечим 100% доступность для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет. Да, мы как бы смеем надеяться, да, что действительно наши детки маленькие, они будут устроены в детские сады, и самое главное, с теми соответствующими условиями, да, которые необходимы вот конкретно для этого возраста, потому что все мы понимаем, как Анжелика Викторовна уже говорила, что любая возрастная направленность, она имеет достаточно свою специфичность и в соответствии с этим определенные объемы вложений, да, чтобы условия, которые создаются для того или иного возраста, они, конечно, соответствовали всем нормам, всем условиям, всем требованиям, в том числе и требованиям, кто идет по линии лицензирования прежде всего, да. Поэтому, конечно, этот вопрос, он, ну, на мой взгляд, непростой еще, да, на сегодняшний день, и поэтому, ну, надеемся, что он будет решаться более успешно и вообще успешно, да, в нашей республике. Светлана Николаевна, здесь бы мне хотелось дополнить то, что в рамках федеральных денег, федерального финансирования, деньги направлены только на создание условий для лицензирования вновь созданных дополнительных мест в частных дошкольных образовательных организациях. В частных дошкольных образовательных организациях ни на что иное деньги не могут быть потрачены, потому что я и сказала, что будут созданы современные условия, которые отвечают требованиям всех санитарных норм и правил. И в этом плане то, что поддержка идет именно на создание условий, я думаю, что частная дошкольная организация находится в выигрышном положении. Те деньги, которые выделены из регионального бюджета, они направляются не только на создание условий для лицензирования вновь созданных дополнительных мест, но и на материально-техническое обеспечение. То есть вот тут тоже поддержка для того, чтобы
наш частный сектор развивался, наши частные дошкольные образовательные организации успешно подошли к лицензированию образовательной деятельности, получению лицензии. Спасибо, Светлана Кузьминична, за комментарий. Коллеги, у нас есть в республике и детские сады муниципального подчинения именно раннего возраста, да, то есть они конкретно специализируются на вот именно этом возрасте, поэтому есть детские сады, которые сейчас активно развивают направление именно создания групп от года, да, и выше. Ну и надеемся, что и в муниципальных детских садах вопрос создания групп по запросу, да, по потребности родителей, он также будет решаться, и такие группы будут у нас тоже создаваться. Да? Ну, коллеги, мне бы хотелось перейти к вопросу самым сложным, наверное, и очень важном вопросе или направленности. Тот вопрос касается педагогических кадров. Да, мы все понимаем, что актуальный лозунг 20 века «Кадры решают все» сегодня вдвойне актуален, наверное, на сегодняшний день. Да? И хочется сказать о том, что в рамках национальным проектом поставлена амбициозная задача вовлечения всех педагогов в непрерывное образование. Мы понимаем, что сегодня любой педагог и вообще любой человек, который находится в своей профессии, да, он открывает свое поле непрерывного образования, поскольку сегодня очень много направленностей и уровень образования человека должен рассматриваться не только с точки зрения получения его диплома, да, но и с точки зрения вообще его компетенций в разных областях. А педагогика и дошкольное образование настолько имеют разные области вхождения, да, и социальные, и педагогические, и философские, и еще какие-то направления. Поэтому очень важно сегодня понимать, что в данном контексте ключевым фактором является повышение мотивации педагогов вообще на профессиональную деятельность. Да? И сегодня хочется немножечко вопрос поднять, можно следующий слайд? Хочется вопрос немножко поднять о престиже, да? Даже не о статусе, а именно о престиже педагога дошкольного образования. Вот сегодня мы имеем ряд документов, которые как бы четко нам определяют и трудовые действия педагога, и особенности его компетенций, да, и блок знаний, что должен знать, уметь наш педагог. И вот в рамках исследования, проводимого Центром социально-гуманитарного образования города Казани, прошу обратить внимание на слайд, проводилось такое исследование с участием разных респондентов, педагогов, родителей, случайных прохожих, как они относятся к профессии воспитателя детского сада. Исследование показало, что воспитателя, признавая профессионалом, значимым для прогрессивного развития общества, педагог дошкольного образования выполняет социальный заказ, но оценивается общественным мнением как человек, не имеющий возможности подняться на более высокую ступень социальной иерархии. Да? Сами же педагоги не унывают и предполагают, что их профессия самая творческая, самая лучшая, и создает им условия для самообразования, самоактуализации и самореализации вообще в этом мире. А родители же демонстрируют высокое доверие к государственным дошкольным образовательным организациям, а также частным образовательным организациям, что определяется ориентациями родителей во взаимодействии родитель-педагог, родитель-администрация. Да? То есть если взаимодействие выстроено, то как бы оценка детского сада как бы достаточно высока. Вот такое интересное исследование проводилось, потому что исследований очень много проводится с точки зрения отношения, да, к профессии педагога, к престижности, к установлению действительно какой-то рамки отношения к своей профессии вот в социально-педагогическом контексте, да, то есть где наша профессия может быть. Вот. А ваше мнение какое по поводу престижа профессии воспитатель? Когда в нее нужно вкладывать особый смысл? На этапе только поступления. Вот у нас есть Светлана Николаевна, участвует в нашем разговоре, это представитель Сыктывкарского гуманитарно-педагогического колледжа. И мы понимаем, что на профессию приходят учиться бывшие школьники, ну, даже вот с 15-16 лет, да. И, естественно, мы понимаем, что вот отношение к этой профессии, оно как-то закладывается на этом этапе и формируется дальше. Для того, чтобы педагог был более успешным,
и мог войти в профессию и остаться в ней, как мы понимаем, что уходят из профессии, как правило, педагоги до 3 лет, да, то есть, ну, вот что-то не нравится в профессии, перешагнув рубеж 5-летний, педагоги остаются в профессии, в общем-то, надолго и далее двигают свою карьеру, свое развитие. Вот в этом отношении мне хотелось бы, чтобы Светлана Николаевна немножко прокомментировала именно этот период, да, вхождения студента, что ли, да, вот в рамки понимания, что такое вообще профессия воспитатель, на кого приходят учиться наши студенты. Пожалуйста. Да, добрый день. Конечно же, мы являемся как бы начальным этапом профессиональной такой деятельности. Мы готовим специалистов. И надо сказать, что мы готовим специалистов уже с 1931 года. То есть дошкольное отделение существует с 1931 года, а специальное дошкольное образование существует с 2001 года. И все это время колледж как бы ищет новые пути для того, чтобы повысить эффективность профессионально-педагогической подготовки специалистов для системы дошкольного образования. Так надо сказать, что уже начиная на первом курсе, когда студенты к нам только пришли, нами проводится тестирование на профессиональную пригодность, которое как раз включает изучение совокупности психологических, каких-то психофизиологических особенностей студентов, то есть тех знаний, может быть, да, умений, как раз те, которые приемлемы, да, для эффективности труда. И используются различные тестирования нашим психологам, и уже на первом курсе мы выявляем способности, да, как раз у этих студентов. А если говорить о подготовке студентов, то, конечно же, очень важно вот эти профессиональные пробы, да, первые профессиональные пробы, то есть работы, которые моделируют элементы профессиональной деятельности воспитателя дошкольных образовательных организаций. Для решения этой задачи мы используем как традиционные формы, так и различные другие методы работы. Во многом нам помогает, конечно же, открытие в колледже, да, Центра опережающей профессиональной подготовки педагогов Республики Коми. И также недавно нами была открыта мастерская по компетенции WorldSkills дошкольное воспитание. То есть это нам вот как раз позволяет обеспечить необходимые условия для качественной подготовки студентов, вот эти те уютные кабинеты, которые оснащены техникой, оборудованием, они как раз нам позволяют проводить практические занятия со студентами, ну и отрабатывать те или иные умения и на лекциях, и на практических занятиях, которые как раз используются. Кроме этого, сейчас мы проводим в этих кабинетах и учебную практику, но и в условиях пандемии и производственная практика тоже проходит как раз в этих кабинетах, в этих помещениях. Конечно, надо еще сказать о том, что профессиональное самоопределение у студентов колледжа проходит на базах образовательных организаций. И мы благодарим те образовательные организации, которые детские сады, да, которые идут нам навстречу и сотрудничают с нами. И уже более 35 договоров составлено с дошкольными образовательными организациями, где студенты проводят практику, где учатся, да, проводить какие-то занятия, другие режимные моменты. Ну и, конечно же, в последнее время бесценным опытом для студента является участие в чемпионатах молодых профессионалов WorldSkills и демонстрационный экзамен в формате WorldSkills. То есть колледж в чемпионатах участвует уже начиная с 2017 года, а с 2018 года мы проводим демонстрационный экзамен по компетенции дошкольного воспитания. И эти мероприятия как раз и позволяют студентам проверить свои профессиональные притязания. То есть, когда стимулируется их желание достичь каких-то результатов высокого, так сказать, уровня, и
вот эти мероприятия, они предусматривают как бы моделирование реальных производственных ситуаций. То есть когда студенты как раз готовят какие-то профессиональные задачи и тем самым показывают свои профессиональные умения, знания, навыки. Оценивают, надо сказать, работодатели, не руководители, те, которые готовы, а работодатели из числа руководителей, специалистов дошкольных образовательных организаций. И по окончании студенты получают skills-паспорт для подтверждения как раз вот этой независимой оценки своих компетенций. Этот опыт, конечно же, в дальнейшем студентам будет полезен, молодым специалистам в профессиональной своей деятельности. Но кроме этого, надо сказать, что колледж проводит не только курсы повышения квалификации и переподготовки кадров, но и включается как бы в конкурсное движение. Вот сейчас, в частности, демонстрационный экзамен проводится по такой программе, которая называется в рамках реализации программы 110 Express WorldSkills современные технологии в сфере дошкольного воспитания. Порядка 40 человек участвуют вот как раз в этих мероприятиях. Ну и, конечно же, колледж реализует курсы повышения квалификации, имеется возможность проходить переподготовку кадров по специальности дошкольного воспитания. Вот это то, что как бы, немного, что я вам можно было сказать о этом. Спасибо большое, Светлана Николаевна. Вот мы понимаем, коллеги, что как бы вся система среднего профессионального образования, она сегодня работает в рамках движения WorldSkills. Вот как вы сами как считаете, вот это как улучшает качество подготовки, вот эти все направления? Конечно, улучшает. Тем более, что когда оцениваются по критериям, и мы уже в своей подготовке студентов опираемся на эти критерии, оцениваем и вносим в подготовку что-то новое, какие-то новые веяния, требования какие-то новые. И тем более студентам это, конечно же, подтягивает. И когда они видят результаты своих сокурсников, старших курсов, то их, конечно, это подстегивает на приобретение специальностей, на участие в таких мероприятиях. То есть задает нам такие достаточно высокие критерии сегодня, подготовки специалиста. Это, наверное, хорошо. И вот, Анжелика Викторовна, хотела спросить, как вы кадры подбираете в свои группы? Знаете, это очень сложный вопрос. Мы берем только с опытом, потому что у нас маленькие дети, а от года до 3 закладывается все. И вот что заложили, то и понесет человек по жизни. Ну, не все, но большая часть. Ну, понятно, конечно. Да, и мы чувствуем вот эту ответственность, поэтому педагоги, мы гордимся своими педагогами, мы их отбираем. Мы берем молодых педагогов с удовольствием. То же самое вот могу присоединиться к Светлане Николаевне. Мы тестируем их в ходе обязательно. В силу того, что мы профессиональные психологи, у нас есть подборка тестов, мы смотрим, предрасположен ли педагог или не предрасположен. И вот если говорить о статусе воспитателя, хороший учитель, хороший воспитатель, он статусный и в обществе, и у него самоощущение. Он берет информацию от своего результата труда, и он этим гордится, и это его очень греет. И очень многие учителя и воспитатели говорят: я не могу уйти из профессии, я нигде такой отдачи не буду получать. Поэтому их любят, и они эту любовь чувствуют. Воспитатель, который, я не говорю хорошие, плохие, люди все хорошие, который не владеет нужным набором компетенций, он, естественно, себя реализует хуже, у него очень много негативного опыта, у него появляются страхи. Вот в этот момент работа психолога. Если желание есть, вот это ключевой фактор для нас. Человек хочет у нас работать. У него есть желание работать, тогда мы смотрим, каких компетенций не хватает. Иногда не хватает. Вот с детьми проводят занятия интересные, очень хороший контакт с детьми. Выстраивать с родителями вообще не может общаться, боится, избегает. А родители оценивают ситуацию, они не присутствуют на занятиях, потому как общаются с ними. Значит, смотрим зону проблемную, проблему превращаем в задачу, задачу решаем. То есть что? Мы работаем с этими воспитателями, поднимаем их уровень.
У меня воспитатели, начиная с 17, есть люди, которые проработали все 17 лет, мы росли, поэтому коллектив рос, есть люди, которые проработали 12, 10 и так далее. То есть мои сотрудники работают у нас долго, это говорит о качестве предприятия в целом. Да, и вот сейчас мы, вот, будучи в этом проекте, столкнулись с тем, что нам надо брать, ведь это новые места, надо брать новых преподавателей. Сижу с визиткой, видите как, это бизнес-мышление, все. Думаю, так, надо, Светлана Николаевна, давать, выпускники есть. Мы готовы брать молодых, их адаптировать. Я считаю, вообще, это серьезная государственная проблема. Наше поколение нас очень хорошо адаптировали. Я в школу пришла, я начинала учиться по-новому. И были рядом люди, которые передавали свой опыт. На сегодняшний день, мне кажется, вот такая прямая связочка, она немножечко нарушена. Обязательно в коллективе должен быть наставник, обязательно надо выводить в профессию. Если это не происходит, человек, получая негативный опыт, а никто не хочет чувствовать себя глупым, неуспешным, он старается выйти из этой зоны и уходит. Уходит куда? Посмотрите, какое количество продавцов с психологическим, педагогическим образованием. Это грустная история. И это действительно вопросы государственного уровня. Поэтому работаем, исходя из своих психологических знаний. Но процесс очень сложный. Мы все время ищем. Вы знаете, мы все время ищем педагогов. Даже когда они у нас есть, мы ищем. Почему? Потому что очень трудно выбрать золотую рыбку. Но если мы ее вылавливаем, она у нас работает долго-долго и счастливо. Вот это мы очень рады, что такой вот подход действительно качественный, с психологическими такими основами, да, это очень важно, и я думаю, что надо, наверное, в некоторых смыслах даже где-то и поучиться, да, ну, мы в этом направлении, вы видите, я оживилась, в этом направлении больше психолог, чем бизнес-вумен. В этом направлении у нас целая система, мы уже и работаем с населением по профориентации. Очень много у нас клиентов, старшеклассники идут, взрослые люди идут. И это очень, очень на сегодняшний день, ведь если человек проживает не свой сценарий жизни, это несчастный человек, надо найти свою профессию, мы большую часть жизни проводим на работе. Поэтому вопрос очень интересный. И если говорить еще вот такой момент, если говорить о каких воспитателей мы любим брать ваших воспитателей. Это прекрасно. Уже вот на выходе они уже специалисты. Поэтому спасибо. Пользуюсь моментом. Да, согласимся с этим мнением, и мы поддерживаем это мнение Анжелики Викторовны. Действительно, колледж очень благодарны, потому что действительно это почти единственный, можно сказать, такой достаточно главный, да, и качественный поставщик наших педагогов. Ну, в этом смысле, может, нехорошо сказано, но тем не менее, да, это действительно качественно подготовленные педагоги, которые все-таки с большей своей частью успешны и остаются работать в профессии, что очень важно для всех, для нас. Как мы понимаем, на севере у нас всегда проблемы с кадрами, ну, это естественные, да, миграционные процессы, которые влияют на... Да, как-то в рамках курса повышения квалификации у нас тоже зашел разговор о престижности профессии. И некоторые педагоги сказали, что у них профессия не престижная. Мы провели аналогию, искали плюсы и минусы в профессиях разных. В итоге мы пришли к выводу, что в медицину мы не хотим идти, в юриспруденцию мы не хотим идти, в МВД мы не хотим идти, в ФСБ мы не хотим идти. Готовились к тому, что все-таки педагоги рады тому, что они работают именно в своей профессии. Это, конечно, тоже очень радует, что когда люди все-таки восхищаются своей профессией, которая приносит им удовлетворение. Да. Еще хотелось бы, наверное, вот спасибо, Анна Владимировна, действительно, когда общаешься с педагогами, понимаешь, что некоторые педагоги, это профессия, это просто жизнь, да, что человек живет этой жизнью, и постоянно как бы в тонусе, он думает о том, как улучшить свои знания, да, умения для того, чтобы как-то работать по-новому, потому что сейчас все мы в этом поле. Но знаете, еще какой вопрос встает сегодня на злобе дня? Это все-таки как сберечь ресурсы, да, педагога, потому что, ну, все мы понимаем, сегодня темпы жизни достаточно высокие, задачи, которые ставятся перед педагогом, ну, вообще, архивысокие на сегодняшний день, требования очень серьезные выдвигаются. Поэтому, конечно, и как педагог, который, в общем-то, носитель культуры, да, носитель таких хороших традиций, общества вообще в целом, да, он работает не только с детьми, работает с родителями. Вот эта вот линия высокой культуры, она должна быть очень как-то формируема, наверное, им самим, что не всегда, наверное, получается. Вот это вот ресурсы сбережения, как бы, да, сегодня
у нас, наверное, как основной компонент и в работе и психологических служб, и вообще в целом, да, и самого человека, в частности. То есть как беречь свои ресурсы для того, чтобы ты мог еще много чего дать и детям, и родителям, и так далее. Никому можно здесь, конечно, с позиции психологии есть исследования на эту тему по поводу выгорания профессионального. Так вот, если педагог, я даже думаю, что не педагог, а вообще специалист в любой сфере, подходит творчески, вкладывает интерес, с интересом работает, он не выгорает, то есть он не устает на работе, он работает с удовольствием. И получается, что высокая квалификация, человек меньше выгорает. Даже если ты долго проработал, квалификация уже обозначена высокая, но ты почувствовал выгорание, значит, у тебя пропал интерес. Вот этот вот творческий потенциал надо возродить. Поэтому конкурсы, профессиональные конкурсы и разные интересные вот какие-то новшества, инновации, они все дают нам возможность жить более качественно. Получается, вот портфолио, сколько на тренингах мы работали, нет желания, как втягивается, интерес появляется, сила появляется, здоровье появляется. Поэтому вот энергосберегающее дело утопающих, дело спасения, даже не утопающих. Поднять интерес к профессии, что-то новое подтянуть, включить вот этот творческий потенциал. Это самое лучшее средство от выгорания. Вот это вот уже факт доказан. Ну, коллеги, вот на круглом столе мы уже как бы даем реальные консультации, как можно, собственно, вот улучшить свое состояние, в том числе и психологическое. Да? Коллеги, очень хочу еще немножко обратиться к вопросу, можно следующий слайд, аттестации. Значит, ну, все мы боимся этого слова, и не только мы, да, видите, не только педагоги, но и мы. Вот. Поэтому несколько слов об аттестации. Очень часто и в социальных сетях, и по запросу очень часто бытует мнение, что аттестацию вообще нужно отменить. Да? То есть она как бы не дает, то есть требует огромных ресурсов, вложений, но не дает как бы вот такого какого-то отдачи хорошей, качественной. Но хочется сказать в этом отношении, что аттестация имеет место быть сегодня как движение вперед. То есть мы должны воспринимать нашу аттестацию педагогических кадров как работу над собой, да, вот как стимул, да, против профессионального выгорания, да, то есть та новизна, которая позволяет педагогу сегодня найти, понять и посмотреть на себя со стороны. Но я хочу сказать несколько слов о некоторых изменениях, которые просто планируются сегодня, да, они еще, может быть, перспектива завтрашнего дня, но тем не менее, они сегодня есть. Ну, в традиционной модели аттестации педагоги говорят о том, что это отвлекает их от работы, занимает очень много времени, очень ресурсно-затратно, энергозатратно и даже материально. Да? Но, тем не менее, с 2020 года процедура аттестации станет обязательной. Да? Для педагогов будет проходить 1 раз в 5 лет, как и в других, в общем-то, профессиональных сообществах. Это тоже принято. Да? У нее появятся уровни, обязательный и добровольный. Обязательный уровень – это специалист, который выходит после колледжа, вуза, будет сдавать определенный экзамен на вхождение в профессию, а через 2 года он может аттестоваться на соответствие занимаемой должности или на повышение первой или высшей квалификационной категории. Добровольный уровень, если педагог настроен на свой профессиональный карьерный рост, он может пройти добровольную аттестацию на первую или высшую квалификационную категорию. Министерство просвещения планирует переход, да, то есть в течение 5 лет от новой модели, от традиционной модели до новой модели. Но сегодня карьерный рост педагога поддерживается не только профессиональным стандартом, который у нас, в общем-то, принят, но предполагает и горизонтальную карьеру, то есть категория и вертикальный рост – это, собственно, новые должности. Да? То есть это старший учитель, это учитель-наставник и учитель-методист. Как это будет отнесено к дошкольному образованию? Я думаю, что в рамках контекста все-таки построения единого пространства, да, подхода к педагогической деятельности, я думаю, что эта линия, наверное, эта модель, она также перейдет плавно и на модели аттестации педагогических кадров дошкольного образования. Ну и в соответствии с этим, безусловно, инструментарий, который выбирается для аттестации, это ЕФОМы, то есть единые формы оценочных материалов, которые будут располагаться на единой платформе. И, соответственно, вот это позволит и контролирующим органам, и руководителям, и работодателям, которые выбирают, уже увидеть, да, насколько уровень компетенции сформирован у педагога.
педагогов, имеющих там, диплом, да, на соответствии занимаемой должности, либо первую, либо высшую категорию. На сайте ЕФОМ РФ профессиональное сообщество может следить за сегодняшними изменениями, которые происходят вот, в аспекте аттестации, ну и за ходом разработки материалов и участвовать в обсуждении ЕФОМов. Надо сказать, что разработка единых форм оценочных материалов, она непростая, потому что категорий очень много, как вы понимаете, должностей тоже очень много, поэтому, безусловно, вот эти модели, которые будут разрабатываться, и этот инструментарий, он первично будет, конечно, опробирован на учителях. Но, тем не менее, как бы мы двигаемся вперед и понимаем, что аттестация, как я вот уже еще раз повторюсь, она не должна быть каким-то карательным, что ли, да, инструментом, а именно формировать ту мотивацию, которая позволяет педагогу оценивать, адекватно оценивать свою профессиональную деятельность и дает возможность двигаться к карьерному росту, что очень важно сегодня. Потому что мы понимаем, что, например, специалист с высшей категории, сегодня к нему критерии достаточно высоки, да, в области трансляции его результатов, демонстрации своего опыта работы, участия в социальных каких-то мероприятиях, социально значимой направленности и так далее. То есть расширение определенных взаимосвязей, но имея уже определенную должность, да, то есть повышенного характера, то есть либо наставник, либо методист, либо старший там педагог какой-то, да, то есть это уже как бы аспекты более другого вхождения, ну, в свой статус, да, то есть статус повышается, это очень важно. Поэтому перспектива по аттестации, она такова, поэтому я думаю, что если у вас какие-то есть предложения, то вы можете писать нам свои предложения во вкладке «Вопросы», а также в чате, и мы, может быть, постараемся, если это возможно сегодня, на них ответить. Коллеги, очень сложный вопрос сегодня мы хотим поднять. Вопрос на самом деле сложный. Это вопрос инклюзивного образования. Все мы понимаем, что сегодня... Можно слайд, да? Все, спасибо, вижу. Сегодня мы говорим, как видно из исследований зарубежной и отечественной практики развития инклюзии, то инклюзия рассматривается из истории и ментальности страны. Когда мировое сообщество уходит от узкого понимания инклюзии как взаимодействия просто с людьми с инвалидностью, а приходит к широкому пониманию инклюзии, когда общество становится разнообразным, с отсутствием в нем сегрегации по разным признакам, да? То есть язык, религия, да? Люди с инвалидностью. То есть мы хотим создать общество, которое сегодня имеет не подходы единого характера, да, а разнообразные подходы к разным людям, да, в том числе и людям с ограниченными возможностями здоровья, и, безусловно, прежде всего к детям, имеющим ограниченные возможности здоровья. Ну и сегодня как инклюзия, как особое прогрессивное мировоззрение, как зрелость общества, это, наверное, можно рассматривать ее как грамотную структуру взаимодействия ребенка с обществом и возможности, в общем-то, взаимодействовать ребенка с ограниченными возможностями здоровья с обществом, с другими семьями, переходить на следующую ступень более успешно. То есть задача вообще государственная и задача общества – это именно обеспечить ребенку вхождение. Вот инклюзия – это и есть как бы вхождение, да, в общество. Поэтому вопросов очень много. Сегодня, конечно, на круглом столе мы можем поднять ряд каких-то вопросов, но я думаю, что нам сегодня очень важно рассмотреть, а что делается в Республике Коми вот по этим вопросам, связанным с инклюзивным образованием детей. Да, у нас в нашем институте работает Центр специального инклюзивного образования, очень много направленностей сегодня ведется в разных, наверное, направлениях. Поэтому я хочу дать слово Наталье Александровне Савенко, и она, наверное, готова поделиться своим мнением, да, в вопросах инклюзивного образования. Прошу. Да, спасибо большое, Светлана Николаевна, что затронули данный вопрос, потому что это действительно такой сложный, серьезный вопрос. В первую очередь, конечно, хочется сказать о том, что все-таки инклюзия такое специфическое и сложное направление. Почему? Потому что
скажем так, не готово наше общество сейчас грамотно войти в инклюзию. Это касается не только педагогического сообщества, но и родителей в том числе. Почему? Потому что нет каких-то таких серьезных направлений по обучению, в первую очередь, родителей, имеющих таких детей, для понимания вхождения в инклюзию конкретной нозологической группы. Потому что, как мы и знаем уже вообще, в любом, в школе, в дошкольном учреждении, в любом случае, да, у нас есть подвижность, когда мы оцениваем способность ребенка, нормативного, да, возьмем так, условно, что он осваивает какую-то программу, да, там, на средний, на низкий, на высокий уровень и так далее. То есть есть какая-то градация внутри. То же самое есть в любой нозологической группе. И поэтому нужно понимать, что из этой нозологической группы какой-то ребенок может войти в инклюзию, в обычные, нормальные, стандартные дошкольные учреждения, но есть дети, которые требуют для себя все-таки каких-то специальных условий, где с ними будут работать конкретные специалисты, конкретные будут созданы условия. Например, у нас в Сыктывкаре достаточно такой хороший, скажем, детский сад. Это детский сад номер 8, да, где как раз собраны нозологические группы по группам, где для них созданы условия специальные, где применяется специальное оборудование для таких детей, где работают специалисты по конкретным, да, направлениям, знают, как это делать, опытные достаточно специалисты, которые постоянно повышают свою квалификацию, да, в этом направлении и так далее. Но есть дети, которые действительно могут быть в инклюзии, в обычном дошкольном учреждении. И вот здесь, конечно, возникает вопрос у любого педагога и руководителя, а как быть, если пришел такой ребенок в детский сад. А в настоящее время в госреестре уже есть программы адаптированные, то есть это примерные программы, которые являются таким неким шаблоном, да, такой, скажем, сеткой, да, в которую можно вложить специальную программу по определенному направлению. То есть это тот образец, который может использоваться педагогом либо организацией для создания адаптированной программы любой нозологической группы ребенка, находящегося в дошкольном учреждении в инклюзии. То есть если это ребенок, допустим, ЗПР, то, безусловно, эту программу можно подработать, доработать для того, чтобы ребенок успешен был именно в конкретном месте, в конкретной образовательной организации. Конечно, все эти программы, помимо того, что их можно разработать, их можно ввести, но без специалистов, которые будут сопровождать эту программу, никакая инклюзия невозможна. Поэтому, естественно, первый вопрос очень серьезный – это вхождение специалистов в наши образовательные организации. Сейчас уже, насколько я помню, было постановление распоряжения Минпроса, да, чтобы вернуть логопедов и психологов и в школы, и в дошкольные учреждения. Но если ребенок такой появляется, понятное дело, что одного психолога, одного логопеда будет недостаточно, будет очень мало. Здесь, конечно, нужно, чтобы ребенка сопровождала комиссия, которая будет с ним заниматься, которая будет его вести. И, безусловно, в такой ситуации возникает вопрос, опять же таки, да, на тьюторского сопровождения таких детей и ассистентов. Опять же возникает вопрос для наших специалистов и, в первую очередь, для руководителей образовательных организаций, а где и каким образом. Опять же, многие не понимают разницу между тьютором и ассистентом. Ассистент – это тот человек, который просто сопровождает ребенка и может не иметь никакой педагогической направленности. Это может быть любой работник. То есть это человек, который просто помогает обуться, одеться, раздеться, перейти, зайти, выйти. То есть обычный помощник, это грубо скажем так. Да? Тьютор – это в первую очередь специалист, который уже имеет педагогическое образование. И только лишь в этом, только лишь имея образование первоначальное, человек может пройти обучение и получить специальность тьютора. То есть тьютор – это, скажем так, второй учитель, второй воспитатель
если мы говорим о дошкольном образовании. То есть это второй человек в группе, который может точно так же объяснить ребенку, находящемуся в инклюзии, какой-то, ну, допустим, вот идет развитие речи, да, занятия в детском саду, чтобы педагог, который работает со всей группой, не отвлекался постоянно на ребеночка, который находится сейчас в инклюзии. Для этого нужен тьютор, который будет ему адаптировать все то, что дает обычный воспитатель всем детям в группе. То есть вот это как раз очень важно сейчас, и вот этого как раз у нас не хватает. Анастасия, можно переключить, да, к следующей слайду? Конечно, о тьюторстве очень серьезный, очень сложный, но наш институт, безусловно, работает над программами профессиональной переподготовки специалистов по различным направлениям. И в этом году нами была предложена достаточно такая серьезная, полноценная программа тьюторского сопровождения детей с ОБЗ в образовательной организации. То есть она достаточно большая, она полноценная программа, и по этой программе мы приглашаем обучиться, конечно, специалистов, которые могут потом, да, работать вот по направлению тьюторское сопровождение ребенка в любой образовательной организации. Программа дорогая, скажем так, да, и опять же таки, все-таки хотелось бы от нашего министерства какой-то поддержки наших образовательных организаций, что если возникает такая ситуация, как-то им помочь, и если действительно вот это вот необходимо, да, то вот таких людей обучить на программе, чтобы у них не возникало проблем. Спасибо, Наталья Александровна. Ну, действительно, как мы еще раз возвращаемся к тому, что кадровый вопрос – это самый важный, самый сложный вопрос. Вот я бы хотела обратиться к Светлане Николаевне. У вас ведь есть направление коррекционной подготовки, да, насколько я знаю, в колледже? Да, специальное дошкольное образование. Да, вот там как бы, ну, как сказать, выходят ли выпускники, как бы, ну, готовы, что ли, работать в рамках таких групп, с такими детьми, может быть, даже в качестве вот таких вот тьюторов первичных, Конечно же, первично. Они, то есть готовятся специалисты с детьми с сохранным развитием, да, и как раз вот с детьми с отклонением развития. То есть как раз профессиональный модуль, да, целый блок дисциплин как раз в этом направлении. Конечно же, сопровождать и работать с такими детьми. Но мне кажется, знаете, еще в чем тут вопрос видится? В том, что сегодня, несмотря на то, что у нас есть профессиональный стандарт специалистов по воспитанию, там, где у нас тьютер указан, да, несмотря на то, что у нас есть в едином квалификационном справочнике, но даже имея комплектование в детских садах, предположим, да, группы комбинированной направленности, компенсирующей, то есть не везде вот как-то заявляется эта направленность как ассистент либо тьютер, да, то есть нет в штате, как мы говорим, да, несмотря на то, что вроде как это можно сделать, да, с точки зрения руководителя. Но тут, не знаю, наверное, проблема какая-то есть, мы будем ее, наверное, дальше выяснять, в чем она заключается. Но мы должны понимать, что если мы говорим об инклюзии, да, то, соответственно, без создания определенных условий, а кадровые условия – это самые первые условия, да, мы эту линию, наверное, будем воспринимать, ну, как нечто, опять-таки, особенное, да, то есть, опять, ребенок, который, собственно, вот, имеет ограничения. Мы должны говорить, что это ребенок, который интегрирован в среду, и он точно такой же ребенок, как и все остальные. Ну да, это ребенок, не который имеет ограничения, да, если так более правильно, обтекаемо, красиво сказать, да, это ребенок, который требует для себя просто специальных условий обучения. Это, наверное, будет все-таки более правильно. Конечно, здесь не только тьютор, не только ассистент, не только кадры, которые решают у нас все, да, как всегда, да, но и среда. Безусловно, это и то оборудование, и учебно-методические комплекты, которые просто необходимы для таких детей вот, в образовательных организациях. Ну и, наверное, Наталья Александровна еще немножко скажет о завтрашнем дне, пользуясь случаем. Да, пользуясь случаем, да, хочу всех пригласить. У нас завтра будет проходить стратегическая сессия «Специальное инклюзивное образование». На сессии будет проходить 3
различных направлений работы. Первый это будет круглый стол, в котором примут участие московские представители, то есть федеральные наши эксперты. Будет показывать свой опыт в работе по инклюзии Беларусь. Достаточно интересное направление. Расскажут там же о дистанционном обучении, вот именно касающегося специального и инклюзивного образования, то есть когда специфика такая идет по работе с детками с ОДЗ, что делать, куда обратить и так далее. Второй кейс достаточно интересный будет посвящен как раз-таки оборудованию и учебно-методическим комплектам, которые сейчас нынче выпускаются, которые актуальны, которые интересны. И помимо того, что будут их представлять, будут показывать работу из практики. То есть каким образом можно их использовать, как это делается, да, на что можно обратить внимание. Ну и третье направление у нас достаточно интересное, такое специфическое, это по социализации детей, оставшихся без попечения родителей. Тоже вопрос очень важный, интересный, поэтому, коллеги, кто желает, может завтра также принять участие в мероприятии. Ну, а мне также хочется анонсировать сегодняшние наши мероприятия. Да, с 12 часов у нас будет проводиться онлайн-практическая сессия, посвященная инновационному дошкольному образованию с трансляцией лучших региональных практик. И в 16 часов у нас также будет проводиться онлайн-трансляция, связанная уже с трансляцией победителей конкурсов, да, профессионализм, мастерство без границ. Да? Поэтому, уважаемые коллеги, скажите, пожалуйста, есть у нас вопросы? Да, 3 вопроса. Да? Если можно. Первый вопрос, можно. Режим работы учреждения «Интеллект» спрашивают. Так, с 8 до 19. Ежедневно, кроме субботы, воскресенья, суббота, воскресенье. Какой муниципалитет спрашивает? Не написано какой. Да, дальше, хорошо, спасибо. Второй вопрос. Какие шаги предпринимать со стороны педагогов, если родители всячески отрицают, что их ребенку нужна специальная программа, нужны специалисты всех уровней? Это по инклюзии вопрос. Да, ну здесь, наверное, я отвечу. Да? Часто педагоги задают такие вопросы. Сразу хочу сказать, что если у ребенка нет рекомендаций по МПК, если родители не были на таком мероприятии, то есть на такой комиссии, и нет никаких специальных направлений, то здесь педагог будет работать в общей группе как с обычным нормальным стандартным ребенком. То есть здесь никаких специальных условий создавать мы не будем. Есть рекомендации, мы ими руководствуемся. Нет, значит нет. И последний, третий вопрос. Детям-инвалидам положены ли тьюторы? Опять же, все то же самое, да, возвращаемся к тем же рекомендациям. В любом случае, перед тем, как идти в образовательную организацию, они проходят комиссию. Психолога, медико-педагогическую комиссию. На той комиссии определяется, необходим ли данному ребенку тьютор, либо ему необходим ассистент, либо ему нужны оба, и тот, и другой специалист. То есть вот здесь решает только комиссия. Все, вопросов больше нет. Ну, коллеги, в заключение нашего круглого стола я хочу вас всех, во-первых, поблагодарить за очень активное участие. Все мы понимаем, что вопросы, которые мы сегодня поднимаем, они рассматриваются, их содержание рассматривается, но на этом оно не заканчивается. Да? То есть мы можем еще раз к ним возвращаться. Хочется сказать, что в Республике Коми в системе дошкольного образования созданы очень хороший базис и для развития содержания дошкольного образования, для поддержки инклюзивного образования и формирования вот этой системы. Да? Хочется Анжелике Викторовне пожелать и всем представителям частного малого бизнеса пожелать все-таки выстоять в это трудное время и все какие возможные конкурсы, гранты с поддержкой денежной все-таки завоевать и иметь, потому что поддержка любая нужна, мы понимаем в это сложное время сейчас. Хочется пожелать Светлане Николаевне и всему коллективу педагогического колледжа успехов, чтобы как можно больше, качественнее вы готовили специалистов, потому что
во всех муниципальных организациях специалистов ваших ждут, и это очень приятно, очень хорошо, поэтому тоже вам успехов. Но и хочется всем нам пожелать, чтобы действительно система дошкольного образования не стояла на месте, развивалась. И хочу в заключение предоставить слово Светлане Кузниничне, как представителю Министерства образования, науки и молодежной политики, да, вот несколько слов в резюме. Я думаю, что вот этот круглый стол, который был организован и которому сейчас были участниками, является, наверное, для кого-то тем направлением, тем вектором, который необходимо выстроить в дошкольной образовательной организации на уровне муниципального образования. Потому что основные приоритеты направления – это доступность и качество. Если мы говорим о доступности, то я уже сказала как бы в своем выступлении, затронула то, что мы вкладываем максимальные усилия и создаем все условия для того, чтобы наше дошкольное образование стало доступным. И для этого мы применяем разные формы, как предоставление мест в муниципальных дошкольных образовательных организациях и расширение сети дошкольных образовательных организаций при помощи разнообразных форм. Это и переоборудование помещений, реконструкция помещений, и создание на первых этажах жилых домов, детских садов, что, естественно, я, как уже сказала, обеспечит стопроцентную доступность дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет. Почему? Потому что от 3 до 7 лет мы по состоянию на 1 января 2016 года эту задачу выполнили, и наша республика одна была из лидирующих в этом направлении, что у нас от 3 до 7 лет все дети были к 1 января 2016 года обеспечены местами в дошкольных образовательных организациях. Да, несомненно, выделяются громадные, большие деньги на открытие дополнительных новых мест в муниципальных дошкольных образовательных организациях, как на федеральном уровне, так и на региональном уровне, так и на муниципальном уровне. Но, как сказала Анжелика Викторовна, хотя и федеральный, и муниципальный, и региональный бюджет поддерживает развитие частного сектора в Республике Коми, а это в основном у нас идет город Сыктывкар, это идет Сыктывдинский район, то, несомненно, и я согласна с Анжеликой Викторовной, для того, чтобы получить лицензию на ведение образовательной деятельности, необходимо получить положительное заключение контролирующих органов, Рособорнадзора, Госпожнадзора, что, несомненно, является очень трудоемкой, очень трудозатратной и финансово затратной деятельностью именно руководителя той образовательной организации частной, который бы хотел получить лицензию на проведение образовательной деятельности. Есть свои проблемы, которые, я думаю, что будем думать, будем решать, будем думать, как решить их при поддержке в 2021 году. Это вот что касается доступности дошкольного образования. И, несомненно, мы поручение президента, указа президента 204, так же, как и 599 указа президента, мы выполним. И к 2021 году мы подойдем с теми показателями, что наша республика достигнет стопроцентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет. Ну, а что касается качества дошкольного образования, здесь сегодня была очень интересная, нужная, своевременная беседа всех спикеров данного круглого стола. И я хочу вам пожелать развития, хочу вам пожелать, чтобы вы брали для себя все то, что вы накопили и в своем педагогическом, творческом коллективе, и делились это на уровне муниципалитета, выходили, не стеснялись на уровень республиканский, всероссийский, потому что вы видите, что сейчас грантовые поддержки идут мощным толчком для того, чтобы вы финансово были подкреплены и могли развиваться и, так скажем, создавать условия для развития ваших условий в дошкольной образовательной организации, ну и собственного развития. Поэтому не стесняйтесь, участвуйте в грантовых конкурсных движениях,
И это поможет вам выйти на определенный иной уровень в развитии собственной и всей системы. всей системы. Так что желаю вам успехов. Коллеги, всем большое спасибо, всем здоровья, всего доброго. Спасибо.